Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вашему вниманию предоставляется лекция на тему «Этапы развития прикуса у ребенка. Понятие морфологической нормы, функциональная характеристика периодов развития прикуса». Цель нашей лекции. После завершения лекции вы должны будете уметь различать особенности строения челюстно-лицевой области ребенка в разные возрастные периоды. План лекции. Сегодня мы разберем проблемные случаи, и для решения проблемного случая нам необходимо изучить особенности строения челюстно-лицевой области ребенка в разные возрастные периоды, а именно период внутриутробного развития, период новорожденности и в периоды молочных зубов, сменных зубов и постоянных зубов. Проблемный случай. На прием к врачу-стоматологу-ортодонту обратилась мама ребенка 5 лет с жалобами на наличие щели между зубами и изменение прикуса у ребенка и стираемость зубов. Какая дополнительная информация вам нужна? Нам необходимо узнать данные анамнеза. Из анамнеза, со слов матери, беременность проходила без патологии. Вскармливание было естественное до 1,5 года. Первые молочные зубы нижней центральной резцы прорезались в 6 месяцев. К 4 годам положение нижней челюсти постепенно менялось, выдвигалось вперед. После начались появляться щели, стираемость бугров жевательных зубов и режущие края резцов. Что еще необходимо? Необходимо узнать данные объективного осмотра. Из данных объективного осмотра известно, что рост и вес соответствуют возрасту. Осанка прямая, походка энергичная, свободная, лицо прямое, симметричное, дыхание осуществляется через нос. Губы сомкнуты, напряжение мышц визуально и пальпаторно не определяется. Носогубные и подбородочные складки умеренно выражены. Произношение звуков правильное, глотание свободное. Движение мимических мышц незаметны. Язык во время глотания упирается за верхними резцами в твердое небо. Вредные привычки у ребенка не выявлены. Подвижность височно-нижнечелюстного сустава свободная во всех направлениях, плавные, безболезненные. Прикус прямой, имеется мезиальная ступенька. Между зубами тремы, бугры маляров и режущие края фронтальных зубов стерты. Оцените состояние зубочелюстной системы у ребенка. Определите, у ребенка нормальное развитие или патологическое патология. Что нужно знать для дифференцировки патологического состояния от нормального развития? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо знать особенности строения челюстно-лицевой области ребенка в разные возрастные периоды. Особенности внутриутробного периода развития зубочелюстной системы. На 12-й день внутриутробного развития происходит развитие эмбриона. Первичный род отделен от головной кишки глоточной перепонкой. В конце 1-го месяца происходит образование лобного отростка и закладывание глоточных карманов, между которыми находятся глоточные или жаберные дуги. Из первой жаберной дуги лобного отростка в дальнейшем происходит развитие челюсти, неба, губы и других органов. На 1-й неделе происходит деление челюстной дуги с каждой стороны на 2 части, верхнюю и нижнюю, которые ограничивают ротовую впадину с боков снизу, а лобный отросток сверху. На 5-й и 6-й неделе происходит утолщение эпидермиса, то есть обонятельных полей. Далее эти обонятельные поля превращаются в обонятельные ямки. На 2-м месяце происходит замещение первичного небного желобка соединительной тканью, прорывание мембраны палата назалис, образуя первичную хоану. На 3-м месяце происходит начало развития неба, образование на гладких боковых поверхностях полости носа продольных валиков. Позже над валиками появляются зачатки средних и верхних носовых раковин. Язык опускается ниже небных отростков, последние выпрямляются по горизонтальной плоскости, сходятся и затем срастаются между собой и со средним носовым отростком лобного выступа, разделение носовой и ротовой полости. Формирование альвеолярных отростков верхней челюсти, боковых частей верхней губы, верхних половинок щек, верхних век и костей верхней челюсти. Развитие костной ткани верхней челюсти начинается из 4 костных зачатков. Из передних зачатков формируется межчелюстная кость, и дистально расположенных косточек развиваются обе половины собственной верхней челюсти. Эти кости срастаются между собой. Нижняя челюсть, нижняя губа и вся нижняя часть лица развиваются из нижнечелюстных отростков мандибулярной дуги.
Особенности зубочелюстной системы у новорожденных. Для новорожденных характерно наличие физиологической ретрогении, отсутствие суставных ямок и суставных бугорков, сильно развитые круговая мышца рта, десневая мембрана, поперечные складки и другие анатомические образования. Угол нижней челюсти очень тупой, примерно 140-160 градусов. Наличие жировых щечных подушечек, комочков Биша. Также характерна десневая мембрана или складка Робена-Мажита, упругая гребневидная складка слизистой оболочки, расположенная по гребням альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти во фронтальном участке. Поперечные небные складки занимают большую половину твердого неба, резко выражены. Топография гортани у грудного ребенка обеспечивает ему во время сосания возможность одновременно дышать через нос и глотать молоко. Вход в гортань расположен высоко над нижне-задним краем небной занавески и фактически находится в носоглотке. Сосательный рефлекс у новорожденных резко выражен. Особенности периода формирования прикуса молочных зубов. Первый период формирования молочного прикуса начинается в 5-7 месяцев и заканчивается 28-30 месяцев. Подразделяется на две фазы. Первая фаза до 1,5 года наблюдается интенсивный рост всего организма, в том числе и зубоальвеолярных дуг в вертикальном и горизонтальном направлениях. Вторая фаза 1,5 года после прорезывания первых маляров происходит первое физиологическое повышение прикуса, сопровождающееся разобщением ранее контактировавших альвеолярных гребней верхней и нижней челюсти, боковых участков, удлинение нижней трети лица. В 16-30 месяцев происходит темп роста зубоальвеолярных дуг, несколько снижается. Второй период – сформированный молочный прикус от 3 до 6 лет. Для первой фазы характерно следующее. От 3 до 4,5 года заканчивается формирование зубных дуг, но продолжается рост и формирование корней молочных клыков и вторых маляров, альвеолярных отростков. Зубные дуги в это время имеют форму полукруга. Верхняя зубная дуга больше нижней. Все зубы своими окклюзионными поверхностями укладываются в одну горизонтальную плоскость, не образуя окклюзионных кривых. Каждый зуб имеет по 2 антагониста, за исключением верхних пятых и нижних центральных резцов. Вторые маляры обеих челюстей своими дистальными поверхностями укладываются в одной фронтальной плоскости. Режущие края и бугры не стерты. Между зубами и зубном ряду имеется плотный точечный контакт. Срединная линия лица между центральными резцами обеих челюстей совпадает с сагитальной плоскостью. Фронтальные зубы верхней челюсти перекрывают нижние. Вторая фаза от 4,5 до 6 лет. Снова активизируется рост альвеолярных отростков, преимущественно во фронтальном участке верхней челюсти. Между зубами появляются физиологические тремы, стираются бугры маляров и режущие края фронтальных зубов. Зубной ряд нижней челюсти смещается кпереди, образуется мезиальная ступенька Целинского. Вследствие смещения нижнего второго маляра кпереди прикус становится прямым. Особенности периода смены молочных зубов. От 6 до 7,5 лет активируется рост зубоальвеолярных дуг в сагитальном, трансверсальном и вертикальном направлениях. Происходит уменьшение глубины фронтального перекрытия. Второе физиологическое повышение прикуса связано с прорезыванием 6 зубов и их установлением в правильный контакт и с передвижением нижней челюсти вперед. К 9 годам устанавливается плотный контакт в зубном ряду между постоянными первыми малярами и резцами и молочными малярами. Зубные дуги теряют форму полукруга. В области первых маляров появляется искривление окклюзионной поверхности зубных рядов в сагитальном и трансверсальном направлениях. До 10,5 годам рост альвеолярных отростков приостанавливается. Особенности периода постоянного прикуса. Для постоянного прикуса характерно наличие 6 ключей нормальной окклюзии, то есть взаимоотношения маляров, ангуляция коронки, инклинация коронки, ротация, то есть отсутствие ее, плотные контакты между зубами и наличие кривой шпеи, которая не должна превышать 1,5 мм. Таким образом, ваше решение проблемной ситуации: у ребенка отмечается физиологическое развитие зубочелюстной системы, то есть это вариант нормы. Таким образом, сегодня мы разобрали особенности строения челюстно-лицевой области
И вам теперь не составит труда отдифференцировать нормальное состояние от патологии. Благодарю за внимание.